Нужен ли Казахстану русский язык? На первый взгляд ответ кажется очевидным. Но если задуматься глубже, возникает другой, гораздо более важный вопрос. На каком языке Казахстан должен строить свое будущее через 20, 50 или даже 100 лет? Именно этот вопрос сегодня вызывает множество споров. Одни считают, что без русского языка невозможно развивать науку, технологии и экономику. Другие убеждены, что сильное государство должно прежде всего развивать собственный государственный язык. Давайте попробуем разобраться спокойно, без эмоций и без противопоставления людей друг другу. На протяжении многих десятилетий русский язык действительно занимал важное место в образовании, государственных учреждениях, медицине, технической литературе и деловой сфере. Благодаря этому многие жители Казахстана получили доступ к большому количеству знаний и профессиональной информации. Но мир постоянно меняется. Сегодня научные статьи публикуются на десятках языков. Современные технологии позволяют переводить книги, исследования и образовательные материалы практически мгновенно. Все больше людей изучают не один, а сразу несколько иностранных языков. Поэтому сегодня вопрос уже звучит иначе. Не нужно выбирать между казахским и русским языком. Главный вопрос – сможет ли Казахстан стать страной, где государственный язык будет полноценно использоваться во всех сферах жизни? Ведь именно на государственном языке люди получают образование, обращаются в государственные органы, читают законы, получают медицинскую помощь, создают книги, фильмы и научные исследования. История показывает, что многие страны добивались больших успехов, активно развивая образование и науку именно на своем национальном языке. При этом они не отказывались от изучения иностранных языков. Напротив, знание нескольких языков помогало им сотрудничать с другими странами и быстрее внедрять новые технологии. Для Казахстана такой подход тоже может стать преимуществом. Чем больше качественных учебников, научных работ, инженерной литературы и современных технологий будет доступно на казахском языке, тем больше молодых специалистов смогут получать знания на родном языке и применять их на практике. При этом знание русского, английского, китайского или любого другого иностранного языка остается важным преимуществом. Каждый дополнительный язык открывает новые возможности для учебы, бизнеса и международного сотрудничества. Поэтому речь идет не о борьбе языков. Речь идет о развитии собственного языка наряду с изучением иностранных. Именно такой подход позволяет стране сохранять свою культуру, укреплять национальную идентичность и одновременно быть открытой всему миру. Государственный язык способен объединять граждан страны независимо от их национальности. Чем больше людей свободно владеют казахским языком, тем проще взаимопонимание, общение и участие в общественной жизни. При этом уважение к другим языкам и культурам остается не менее важной ценностью современного общества. Будущее Казахстана зависит не только от того, на каком языке мы разговариваем. Оно зависит от качества образования, уровня науки, развития технологий, честного труда и стремления каждого человека постоянно учиться. Язык сам по себе не делает страну богатой или бедной. Но язык может стать надежной основой для развития образования, культуры, науки и сильного государства. Именно поэтому развитие казахского языка – это не отказ от других языков. Это вклад в будущее Казахстана. А как считаете вы? Должен ли государственный язык стать основным языком образования, науки и государственных учреждений, сохраняя при этом уважение к другим языкам? Напишите свое мнение в комментариях. Только давайте обсуждать этот вопрос уважительно, ведь разные взгляды помогают лучше понять друг друга.